Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, как распорядится судьба, что ждет вас в будущем. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, как распорядится судьба, что ждет меня в будущем. Я думаю, что все уже настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Ну, во-первых, смотрите, вас ждут новые знания, новые возможности. Вы обязательно будете чем-то заниматься таким интересным, вот связанное с информацией, с обучением, может быть, какие-то даже новые навыки. Кто-то пойдет иностранный язык учить, а кто-то пойдет на курсы вождения, допустим, да? Кто-то пойдет освоить новую профессию, какое-то, может быть, даже новое ремесло. Однозначно вы будете учиться и вы будете развиваться. И знайте, что в своем этом процессе обучения вы добьетесь очень серьезных и высоких результатов. Это 100%. Дальше, мои хорошие. Здесь идет какая-то разборка между родственниками. Вот такое впечатление, что вас уже заездили. Вот каждый вот стоит и дергает. Мне, дай мне. Либо обрати внимание на меня. Для меня сделай, и для меня сделай. Да? Очень много вы тащите на себе ни своих дел, ни своих забот. Вот если родственников близко нет, возможно, на работе вы слишком много на себя берете обязанностей. Либо даже вот по соседству, да, люди могут там давать вам там поручения, задания, либо вот разыгрывать такие сценки, что вот некому, да, вот никто не хочет, никто не делает. И вы сами вызываетесь и говорите, раз некому, значит, сделаю я. Слишком вы себя загрузили какой-то работой ненужной, неважной. Да и вообще это не ваше. Смотрите, здесь вы скинете эту свою ношу, потому что вы устали, вам тяжело это все на себе тащить. И вы каждому, вот буквально каждому в лицо скажете, кто это человек и как он называется, да, как правильно и как неправильно поступать. И знаете, ваши слова, они дойдут до адресатов. То есть произведут ваши слова действительно сильное воздействие. Пусть люди не поменяются в корне, пусть останутся где-то, может быть, при своих там мыслях, но тем не менее поступки станут лучше. То есть уже не будут вас так дергать, не будут вас уже так перегружать, либо ждать от вас. Да? Каждый будет сидеть там ждать. Так не будет. Вы праведный гнев, мои хорошие, проявите, и люди так скажут, не надо, лишний раз не надо ее беспокоить, не надо дергать, не надо трогать. Да? И лучше я сам. Вот, как-то вы себя с неожиданной стороны проявите. И правильно, давно пора. Что ж себя так загружать и на себе всех и вся все на себе носить? Это же неправильно. Так, идем дальше. Здесь мне очень нравится, что люди сходятся. Сходятся вот в отношениях, в дружбе. Какая-то вот между людьми идет привязка, прям привязка. Люди, это не зацикленность друг на друге, а скорее вот жажда общения, жажда видеть друг друга. У кого-то отыграется как любовные отношения, у кого-то отыграется как дружеские отношения. Когда вот вы часами разговариваете, вы друг другу рады, вы друг друга дополняете, вы как на одной волне с человеком, что касается дружбы. А вот что касается любви, тут, понимаете, прилипните к друг другу, да, попробуй вас отделить друг от друга. Влюбленность очень сильно идет с перерастанием на любовь. Особенно
для таких заядлых холостяков, холостячек, да, которые говорят, что не хочу, я уже там была, я больше не хочу. Накроет вас и любовь, и страсть, и друг без друга уже не сможете. Однозначно люди сойдутся, объединятся. Мало того, тут еще какие-то поездки вас ждут, какие-то путешествия, может быть, там друг другу будете ездить, либо вместе будете куда-то ездить, путешествовать. Очень хорошо будете время проводить. Так, здесь у меня женщина выигрывает что-то. Именно конкретно женщина, выигрыш идет. С каким-то очень человеком непорядочным у вас были разборки, либо суд действительно был. Человек... Ну, смотрите, он вроде как самостоятельный, вроде как сильный, вроде как умный, но у него над головой обезьяна, понимаете? Вот как кто-то управляет этим процессом. Обезьяна вообще на песке — это нехороший знак. Обычно обезьяны показываются, ну, невероятно противные люди, глупые, агрессивные и вот жадные. Вот тот человек, кто сейчас создает вам проблемы, с кем вы, например, сейчас выясняете отношения, может быть, действительно судитесь, вот как будто бы под управлением этой обезьяны кто-то его накручивает против вас, либо кто-то дает ему такие вот ужасные советы, как подталкивает даже его, да, к таким плохим действиям. Но вот я вижу, что вы забираете куш, то есть вы выигрываете. Ничего не получится у этого человека. Даже если сейчас вот все выглядит как не в вашу пользу и силы не равны, но вы так видите, думаете, все равно выигрыш будет за вами. Те, кто на вас, скажем так, пошел, ну, кто вас обижал, скорее всего, вот и отвечать за все будут. Там, может быть, там какие-то факты вскроются, данные вскроются. Может, знаете, как начали дело по одному вопросу, закончится совершенно по-другому. В любом случае, здесь женщина, у нее меч в руках, и у нее вот этот большой куш. То есть женщина побеждает. Может быть, это какой-то бывший, да, там с какой-то женщиной там объединился против вас. Хотят, например, у вас там отобрать какое-то имущество, либо там спор какой-то идет. Да. Вы выиграете. Вы в любом случае выходите у меня победительницей. Вы сильнее, чем они. Меч у вас, и вы берете себе этот куш. Так, идем дальше. Интересно, так показали у вас тут Луну. Но Луна — это вот пробуждение интуиции, какие-то сакральные, тайные, скрытые знания. Вы будете в себе ощущать какой-то прям поток информационный. И знаете, вот вы лежите, когда вы лежите, ну, так понимаю, это время отдыха, либо ночное время, когда вы спите, вот у вас прям прорыв идет, прорыв в получении информации, как открывается вам этот поток. И знаете, сны будут очень интересные сниться, очень много какой-то информации придет. Вы, пожалуйста, все запоминайте. Если хотите, записывайте. Сны вам будут сниться в хаотичном порядке, но они все будут потом отражаться наяву. Вы записываете, что вы видели. Вы потом удивитесь, да, как это все работает. Так, здесь вот какой-то человек у вас на пороге. Человек, который какой-то сложный путь должен совершить, чтобы быть с вами. Вот как несколько дверей нужно вот пройти, открыть, может быть, каких-то испытаний. Человек дойдет до вас. Может быть, немножко нужно будет подождать, но тем не менее человек вам придет. Может быть, ждете, может быть, надеетесь, может быть, уже не верите, что это случится. Человек либо решится и к вам придет, об этом скажет, либо наконец-таки совершит это действие, ну, конкретно появится у вас на пороге. Обязательно это произойдет. Так, здесь идет разочарование в какой-то подруге, в какой-то женщине, может быть, даже родственница, подруга, соседка. С кем-то вы очень тесно и близко общаетесь. Вы, ну, любите этого человека, доверяете этому человеку. От человека идет какая-то скрытая деятельность, да, скорее всего, что-то делает человек за вашей спиной. Знает, например, что вам это неприятно, либо что вы против, но тем не менее делает. При этом у вас перед глазами там улыбается, говорит: да, ты что, там, я никогда, я там полностью тебя поддерживаю, с тобой согласна. Вот. Вы как-то жестко с ней попрощаетесь, прям так
перед носом дверь захлопните. Ну и правильно сделаете. Вы знаете, ну такие вещи можно простить, когда человек по незнанию делает. Но когда человек на постоянной основе делает что-то, что вам не нравится, либо против чего вы выступаете, да еще это делает за вашей спиной, и вам еще поддакивает при этом в глаза, ну, извините, это уже за гранью. Вы с этой женщиной попрощаетесь. И знаете, жалеть не будете. Нет. У вас жизнь начнет меняться, у вас, кстати, какие-то новые знакомые пойдут. Может быть, знаете, как вот эта женщина даже не давала вам возможность, либо делала все, вот, чтобы вы не общались с какими-то хорошими людьми. Вот смотрите, один человек уходит, два приходят. То есть с одной нехорошей женщиной прощаетесь, и с двумя хорошими людьми начинаете общаться. Причем люди, которые не берут и не выпрашивают, а наоборот готовы давать, помогать, поддерживать. Очень, кстати, хорошие люди идут в вашу жизнь. Так, а здесь кто-то вас будет с кем-то знакомить. У кого-то есть план вас с кем-то познакомить. Ну, что сказать, знакомство будет, может быть, не совсем то, чего вы там хотели, мечтали, но тем не менее, как бы пообщаетесь с человеком, ну, скорее всего, как подружитесь, может быть, да. Я не вижу тут любовной симпатии между людьми, как бы человеческая симпатия есть, то есть понравитесь вы друг другу, а так, чтобы сойтись в пару, ну, навряд ли. Вот. Человек, который знакомил, очень расстроится, что ничего не вышло, да. Еще придется этого человека вам утешать. Так, а здесь у меня выходит мужчина, который... Ну, я не знаю, мне кажется, что он бабник. Он бабник, и он мог изменять, он мог сразу несколько отношений иметь, да, с разными женщинами. Какое-то поведение ужасное. Такое впечатление, что у него там постоянно чешется, да, он не может сосредоточиться, он не может сфокусироваться на одной женщине. Какое-то абсурдное поведение. У этого человека что-то произойдет, либо с этим человеком что-то произойдет. Вот вы его как-то в следующий раз увидите, вы не узнаете. Человек вот как-то диаметрально поменяется, как-то покончит со своим вот этим разгульным образом жизни. У кого-то прям отыграется, что человек может как уверовать, может быть, да, в веру идти. А у кого-то отыграется, что человек там, может, политикой занялся, либо какими-то благотворительными делами. То есть человек очень поменяется. И вы за этого человека будете рады. Рады. Да. И, кстати, вы как возобновите с ним общение, да, это не отношения, это именно общение будет возобновляться, и вам будет очень приятно общество этого человека. Если раньше вы злились, обижались, там, раздражал вас этот человек, то сейчас вот прям человек вас порадует глубиной мысли, правильными словами, каким-то очень бережным отношением к окружающим и к вам в том числе. То есть очень приятно вам будет с этим человеком. Мало того, кому-то прям идет от этого человека какое-то действие. Либо что-то он вам принесет, либо своими руками что-то для вас сделает. То есть какая-то еще польза идет от этого человека. Это очень приятно. Дальше, мои хорошие. Здесь вас будут звать либо на работу, либо на какую-то подработку. Как это может быть дополнительная работа. Два человека, один высокий, второй маленький. Вот с этими людьми вы будете общаться. Люди, они в принципе неплохие, но как будто бы что-то не договаривают. Да, там какие-то есть особенности вот в этой работе, либо в этой подработке. Они вам всего не говорят. Не потому, что они там злые и хотят вами воспользоваться. Нет, там либо они слишком заняты, либо они об этом совершенно не думают. Знаете, как думают, что вы, наверное, знаете. Прежде чем соглашаться, вы вот прям все проясните. Вот по каждому пункту пройдите, вот каждую деталь вот прям осветите. Потому что как предложение неплохое, но если вы туда пойдете, то вас как разочарование немножко ждет. Да? Может быть, какие-то особенности, специфика этой работы вас не устроит, да, либо вам просто не подойдут там, по состоянию здоровья, допустим. Да. Здесь нужно все уточнять. И если с этими людьми все проговорить, может быть, они вам более оптимальный для вас вариант подберут. Потому что вы им понравитесь. Они захотят с вами сотрудничать, работать, да, чтобы вы были как в коллективе.
Но вот какой-то нюанс может быть, какая-то мелочь, которая может вот все подпортить. Так, здесь вот смотрите, есть возможность чего-то добиться, либо что-то получить. Вам об этом расскажет какой-то мужчина, может быть, близкий ваш мужчина, может быть, родственник. Но там нужно будет либо ездить куда-то, либо какую-то папку прям с документами собирать. И вы будете сидеть и думать, что делать. Вот я вам сразу скажу, действуйте. Потому что там вы либо деньги будете получать, какую-то поддержку, помощь, либо какие-то льготы, субсидии. Вот что-то приятное идет. Не игнорьте этот момент, не ленитесь, занимайтесь этим вопросом. Поверьте, вам в будущем будет намного легче, проще, и вы вот прям будете вспоминать этот момент и говорить: ой, как хорошо, что я об этом узнал, ой, как хорошо, что я этим занималась. Вот сейчас у меня прекрасный результат, я экономлю деньги, да, либо у меня там, коммуналка там меньше, я как пример говорю. То есть какое-то вам облегчение идет, вот именно бремени вот финансового. Займитесь этим вопросом, не игнорьте, занимайтесь, собирайте эти документы, подавайте, вам одобрят, вы получите, вы будете экономить, и бюджет свой сохранять, да. А даже если там немножечко сохраните, уже приятно. Так, здесь кому-то наследство идет, наследство, причем вам либо будут предлагать вариант, что вам оставят наследство, да, как это уход, досмотр называется, либо вам от каких-то совершенно дальних родственников, может быть, вы особо их и не знаете, как будто бы какое-то наследство пойдет. Но там будьте аккуратны, потому что там есть какая-то темная фигура, она мне не нравится. То есть кто-то может тоже претендовать, либо пытаться оспорить. Там, как-то документами надо четко заниматься. И в этом данном случае лучше обзавестись хорошим юристом. Вот. Так что, мои хорошие, обращайте на это внимание. Так. Здесь у кого-то идет интересное знакомство с очень таким вот человеком необычным. Человек как будто бы носитель каких-то знаний, какой-то информации. Человек может дать вам подсказку, человек может дать вам совет, либо даже, знаете, как указать вам направление. Очень интересный человек с очень необычной энергетикой. Вы прям почувствуете этого человека. Я вам советую с этим человеком как-то вот прям, может, если не подружиться, но хотя бы вот общаться, периодически общаться и интересоваться вот мнением этого человека по важным для вас вопросам. Не принимать это мнение, а интересоваться. Потому что человек очень такой прям, продвинутый, понимаете? Продвинутый, очень много знает, очень много видел, какой-то опыт жизненный имеет, серьезный, знакомства очень серьезные имеет. То есть человек вам может помогать, давать подсказки, там, наводки всякие, либо как знакомить даже с какими-то очень важными людьми. Вот с таким человеком нужно быть на контакте, это очень важно. Да, не бойтесь, что он такой вот прям маргинальный немножечко, странный, но тем не менее, вот общайтесь с этим человеком, это хорошо для вас. Так, у кого-то музыка идет, музыка. Я не знаю, то ли вы найдете себя в музыке, может быть, вы петь будете, может быть, вот чем-то таким увлечетесь. Вы знаете, вам вот музыка идет как исцеление. Вот музыка как будто бы облегчает вас, ваше тело, душу. Вы как стрессом, может быть, залечиваете музыкой. Кто-то будет обучаться музыкальному инструменту, а кто-то, например, умеет, но долго, скажем так, не практиковал. Тут вы начнете музицировать, а кто-то пойдет и начнет петь, да, либо захочется петь, там, приобретете себе караоке, будете петь потихонечку. Вот, и вам легче будет становиться, у вас сон улучшится, у вас вот нервозность какая-то пройдет. То есть как музыка вас действительно исцеляет, как панацея для вас идет, мои хорошие. Так, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.